Запад. Он говорил, конечно, в фигуральном смысле, но вот у нас здесь находится настоящий представитель Ногайской Орды, интеллектуал Ногайской культурной автономии Астраханской области, с которым мы очень давно и тесно работаем, ездим в совместные экспедиции на наши бывшие столицы, нашей Евразии, Сарай-Беркия, Утиль, занимаемся раскопками, проводим конференции. Вот Ногайская Орда делегировала своего представителя, который Где Костя? Добрый день. Микрофон работает? Я правильно сказал? Правильно. Уважаемый президиум, уважаемые участники конференции, для того, чтобы представить лингвистическую модель евразийства, стоит обратиться в историческое прошлое и посмотреть, какие модели и проекты существовали на пространствах Евразии, каковы причины и ценностно-этическая база их возникновения, в чем они походили друг на друга и в чем было их принципиальное отличие. Державы гуннов от Шанью и Моде до Атилы, Вечный Тюркский Эль и Каганат небесных тюрк, Эхлемон Улус Чингисхана и его потомков, Улус Джучи, впоследствии названный Золотая Орда, Ногайская Орда под управлением Улуби из династии Эдиге, Российская империя, Советский Союз, современная Россия либерально-демократического режима. Что объединяло эти евразийские цивилизационные глобальные проекты? Евразийские проекты глобального уровня значимости, как правило, объединяет три основные скрепы. Первый – материальный интерес. Торговля, логистика, налоги и так далее. Второй – ценности, имеющие нематериальные основания. Религия, понятие добра и зла. Что можно, чего нельзя. И что должно. Справедливый и, главное, неотвратимый суд. Понятие Родины, страны, семья, лидер, то, за что не грех, и жизнь. Третье – это святыни. Как правило, это религиозный артефакт, культ предков, пророков, их правил, введенных в уровень надзаконных постулатов. То есть то, что является обязательным преклонению души и сердца, вне зависимости от пола, положения и происхождения. Вот, на наш взгляд, тот тигр, что спаивает племена в народы и нации, а народы уже рождают элиту по качеству положительного выбора. Элита же, взяв на себя функции и права от имени народа, порождает лидера. Я не зря апеллирую к термину «рождать», потому что процесс рождения – это божественное таинство, а власть только от Бога. Выбор же всегда лукавый, и иногда он выталкивает наверх гротескных клоунов и перевертышей, обращающих в пыль, пот, кровь, труд многих предыдущих созидательных поколений. Как в божественных книгах сказано: «На все воля не моя, но твоя». Основной состав евразийской цивилизации – это братский союз, семья племен и народов, имеющих культурный код не западной цивилизации. Это объединение из раза в раз проявляется, как мы видим, через братские союзы основных по численности народов славян и тюрк. Вот и сейчас мы собрались в этом зале, представители этих народов и этносов,
чтобы протянуть друг другу руки для братских объятий, чтобы в товарищеской обстановке обсудить настоящее и постараться внутренним взором заглянуть в будущее. Наша вековая мечта о будущем не изменилась и не потеряла своей актуальности со временем. Мы все так же хотим быть хозяевами на своей земле, и наши дети должны принадлежать и существовать в том ценностном и культурном пространстве, какой мы считаем единственно верным. Не буду озвучивать эти вечные постулаты и сентенции. Все они запечатаны у нас в наших сердцах и генах. Теперь хочу вместе с вами обратиться к тем процессам, которые нас разъединяют, дробят и в конце концов губят. Первое. Это либеральное понимание ценностей, где каждый сам за себя. Обязательства перед семьей, обществом и родиной отсутствуют как понятие. Либеральная свобода при ее разборе означает, что каждый волен умереть с голоду и от болезней, без надежды на сострадание и заботу от государства и общества. Последний пример с выплатами врачам и детям в период пандемии показал, что даже для президента Путина это является большой проблемой. Второе. К сожалению, наши прошлые современные мейнстримские историки, геостратегии и общественные деятели совершенно не осознают глубинных причин возникновения национальной вражды и нетерпимости среди славянских и среди тюркских народов. Главное – это отсутствие концептуальности и стратегии ее реализации. Следующее не менее важное – это национальный вопрос. Без учета национальных и культурных особенностей даже родственных национальных групп, мазание всех одним миром и краской уже привело к русско-украинскому конфликту. Вы все русские, потому что и т.д. и т.п. Или вы все татары, потому что и т.д. и т.п. Нет, мы все разные. Это нужно принять как данность и исходить из этого, если хотим достичь гармонии в едином страновом пространстве. Не нужно нас соединять там, где мы не соединимся никогда. Эти обобщения и объединения порождают химерические проекты, направленные против семьи народов евразийского пространства. Они не жизнеспособны на длительную перспективу, но опасны в тактическом плане. Возьмем такие проекты, как «Москва, Третий Рим» или «Великий Туран». Оба эти проекта несут нам по отдельности вроде бы как счастье и процветание. Однако все эти проекты направлены в первую очередь против русско-славянского и тюркского мира вместе и по отдельности. Не зря у истоков этих проектов стоит Великобритания. Эти условные англосаксы, конечно, хотят для нас добра и процветания. Кто бы сомневался. Зачем далеко ходить за примером? Обратимся к либерально-демократическому выбору в нашей стране, Российской Федерации. Наш флаг триколор олицетворяет три выбора нашей страны. Синий, либеральный, белый, белогвардейский и красный, природный, тюркский и большевистский. На чем и на каких ценностях мы будем выбирать свое будущее? На либеральных ценностях понятно, что нет. Они по факту показали свою античеловеческую и трансгуманистическую направленность и по естественным причинам уже сходят с исторической сцены. На белогвардейских ценностях тоже нет. Тогда чем мы будем лучше бандеровских желтобалакитников, торгующих своей землей, национальными интересами и людьми? Замечу, что во время Великой Отечественной войны белогвардейцы и бандеровцы были в одном строю, лизали сапоги фашистским завоевателям и стреляли в спину нашего отца и деда. Теперь, конечно, белогвардейцы просят примирения и прощения под сенью государственных структур, строят анахронические памятники и памятные доски, но они временные в полном смысле этого понимания. Простите, примириться, но их властщина видна в их фильмах, новоделах о Великой Отечественной войне, о Зое Космодемьянской и других героев. Народ это не воспринимает. Ведь у них, белогвардейцев, кроме Власова, Шухевича, Краснова, нет своих героев. Вот поэтому им нужно обливать наших героев. Так что их белогвардейский проект с русско-французской булкой вернется на их любимый замок. Чем дольше он здесь, в России, будет насаждаться, тем кровавее будет исход. Нам с ними не по пути. Остается красный проект, или СССР-2, он же Евразийский.
Здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным. Времени у нас мало, но оно есть. Мы здесь для этого и собрались, чтобы обменяться мнениями, так сказать, сверить часы перед интеллектуальным проектом «Шнур». В красном или евразийском проекте тоже существуют свои подводные камни. Хочу остановиться на некоторых из них. Недавно в передаче Захара Прилепина на МТВ был сюжет о Ермаке, где представители татарской общественности вышли с предложением не называть аэропорт Тобольский именем этого атамана. Якобы он был угнетателем татар Сибири. К этому бреду власти, как ни странно, отнеслись с пониманием, и аэропорты по всей стране начали носить нейтральные имена. Я не говорю уже о Сталинграде, городе вечной воинской славы всех народов СССР. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век, а Ермак – 16. Патриотические общественники решили поставить памятник Ивану Грозному в Астрахани в честь добровольного вступления Астраханского ханства в состав Московского княжества. Татарская общественность Казани выступила против. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век. Иван Грозный – 16. Для неискушенного человека этот разрыв во времени и событийности может ничего и не скажет, хоть и связан своими отрицательными последствиями. Но ведь никому и в голову не придет отрицать, что те древние, якобы угнетаемые татары, это и есть и современные татары. За исключением тех тюркских народов, которых огульно занесли в начале 20 века, татарский нацпроект, и теперь они являются безмолвным топливом чуждого для них конструктора. Теперь великая их история их предков – это тоже достояние нечистоплотных политиканов и проходимцев от истории и проектантов. Мы, наследники ногайской идентичности и наследники своих предков, решили прорезать некоторые геостратегические проекты, сущность которых мы расцениваем как направленные против истории, против интересов России настоящей и будущей. Не было никаких татар до 19 века, ни сибирских, ни крымских, ни казанских, ни астраханских, вообще никаких. Это все экзоэтнонимы, внешние клички, данные соседями этих народов. Любой, даже начинающий историк, ученый, вам это докажет на пальце. Но правда вещь горькая и крайне неприятная. Мало кому это интересно. Ведь столько книг и диссертаций уже написано. Но кому-то это нужно было остановить. Пришлось нам Нагаев напомнить о себе. Поэтому памятник Ивану Грозному в Астрахани быть, и проектанты из Казани для Нагаев и всех астраханцев не указаны. Думаю, займет свое почетное место в Сибири. Наследный опыт Ногайской Орды как глобального евразийского проекта до конца еще не оценен даже его потомками. И мы, хранители этого наследия, в данное время всесторонне изучаем эти управленческие знания и технологии наших предков. Эти знания остались еще в древних фольклорных кодах и шифрах, и мы их считываем. Ногайское историческое наследие принадлежит в первую очередь самим Нагаевым, и потом уже всем остальным народам на евразийском пространстве. Уважаемые гости и организаторы такого нужного всем народам Евразии форума, ставший площадкой для обсуждения и обдумывания наших концептуальных проблем, выработки стратегии. Только подлинный, справедливый союз всех может создать крепкую семью народов, где каждый этнос найдет свое место за богатым евразийским историческим столом. Своей самобытностью, культурой и традициями мы все вместе можем обогатить и спаять новый и одновременно старый, поистине цивилизационный проект «Большая Евразия». Спасибо за внимание. Я еще хочу просто показать материально, у нас символика нашего вот этого проекта, это вот флаг нашего движения. Красота. Красиво. Красный цвет. Посередине это тамга хана Нагая, ну и круг это символ личности. Теперь а? Но это тоже имеет свою, как скажем, свой, так скажем,
свою символику. Спасибо нашим нагайским братьям, как будто он приговор Нюрнбергского трибунала фактически зачитал. Сразу после этого Евразия другими красками у нас заиграла, и понятно, кто будет брать Париж. Ну, кстати, без шуток, кроме Нагайбаки, Южного Урала, крещенные Нагайбаки, они первыми входили в Париж, почему разрешил Александр I назвать свою станицу Париж. Там стоит Эйфелева башня до сих пор. Коллеги, у нас не так много времени, но людей много хороших съехалось со всех сторон, всем хочется дать слово, но я предлагаю все доклады перенести после обеда на наши все мероприятия, а говорить что-то вроде такого евразийского тоста, потому что вся Евразия — это большое духовное празднество, на самом деле, у нас сегодня. Хотел бы, чтобы мы, товарищи, которые мы еще создавали когда-то движение Евразии, евразийское движение,